Эфир Абхазского телевидения продолжает русская служба новостей. Здравствуйте. На полигоне Цабал боевыми стрельбами завершились совместные учения военнослужащих Министерства обороны Абхазии и 7-й российской военной базы, дислоцированной в республике во взаимодействии с МЧС и СГБ Абхазии. В завершающем этапе учений принял участие верховный главнокомандующий вооруженными силами президент Абхазии Аслан Бжаня. С места события репортаж наших корреспондентов. Совместные учения военнослужащих 7-й российской военной базы, дислоцированной в Абхазии, и Министерства обороны проводятся в рамках подписанного договора между двумя странами. Президент Абхазии Аслан Бжаня, министр обороны Владимир Ануа и министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квициня прибыли на полигон Цабал на вертолете. О поставленных целях и задачах учений главу государства проинформировал командующий 7-й российской военной базы Олег Сенков. Для воспрещения выдвижения мотопехотной бригады 7-я военная база и мотострелковый батальон Вооруженных сил Республики Абхазия поднят по боевой готовности полной, совершили марш по маршруту Гудаута-Цабельда и заняли оборону по рубежу перекресток дорог Поляна. Задача воспрещения движения мотопехотной бригады не допустить выхода главных сил мотопехотной бригады «Синих» в тыл главной группировки, объединенной группировки войск. В ходе учений в горных условиях батальонные тактические группы отработали действия под прикрытием армейской авиации. Активная фаза учений прошла и на побережье Черного моря, где мотострелковые подразделения во взаимодействии с подразделениями противовоздушной обороны, разведчиками, артиллеристами отработали оборонительные и наступательные действия по отражению агрессии и уничтожению условного противника на территории Абхазии. В маневрах приняли участие более 3000 военнослужащих и свыше 300 единиц различной техники. Затем подключается установка «Град», которая наносит удары по скоплению вражеской техники и живой силы. Несмотря на предлагаемые усилия, врагу удается пробиться вглубь территории. Наступает очередь вертолетов. Здесь же и артиллеристы, которые обстреливают врага со всех сторон. Совместные российско-абхазские военные учения завершены. Все цели и задачи, поставленные перед военнослужащими российской военной базы, дислоцированной в Абхазии, и Министерства обороны республики, выполнены. Верховный главнокомандующий вооруженными силами Абхазии Аслан Бжаня высоко оценил подготовку военнослужащих и уровень проведения учений. Сегодня прошли учения. Объединенная группировка войск Министерства обороны Республики Абхазия и Министерства обороны Российской Федерации. Учения прошли на высоком организационном уровне. Были отработаны вопросы взаимодействия родов войск. А я удовлетворен тем, что здесь увидел. Совместные российско-абхазские военные учения способствуют укреплению пространства обороны и безопасности на Кавказе. Военнослужащие двух стран учатся эффективно взаимодействовать на поле боя с применением широкого спектра тактических приемов и вооружений. Ирина Аршба, Даур Инапшева, Алексей Гухава, Абхазское телевидение. В Центральной избирательной комиссии прошло очередное заседание. На повестке дня вопрос утверждения итоговых протоколов окружных и участковых комиссий по повторным выборам депутатов Народного собрания парламента Абхазии. Решением ЦИК в бюллетене напротив фамилии кандидата можно ставить любой знак. Поэтому в протокол, где ранее содержалась графа «против всех», тоже внесена поправка. В связи с поправкой, внесенной в закон о том, что вычеркивание, вы помните, мы раньше занимались тем, чтобы вычеркивали, против кого мы голосуем, когда был. И в протоколе была графа «против всех». В связи с тем, что сейчас в нашем бюллетене напротив фамилии кандидата ставим любой, в поле для голосования ставится любой знак, это галочка, это плюс. Поэтому протокол, в котором ранее содержалась графа «против всех», сейчас внесли поправочку, то есть убрали эту графу, потому что ее не должно быть. Кроме того, у нас были ряд других
вопросов, технического характера. В общем, я должен вам сказать, что Центральная избирательная комиссия работает в соответствии с утвержденным планом, графиком работы, вы знаете, комиссии. И на сегодняшний день все виды подготовительных мероприятий нами проведены. Союз журналистов Абхазии принят в Международную федерацию журналистов в качестве ассоциированного члена. Об этом сообщил на пресс-конференции председатель Союза журналистов Абхазии Руслан Хашик. Репортаж на Алакове. Международная федерация журналистов является крупнейшей в мире организацией профессиональных СМИ. Штаб-квартира находится в Брюсселе. Созданная в 1926 году, организация насчитывает более 600 тысяч журналистов из более чем 139 стран мира, среди которых теперь и Абхазия. Принятие Союза журналистов Абхазии в Международную федерацию журналистов – это заслуга всего профессионального журналистского сообщества страны, всех тех, кто работал все эти годы как в государственных, так и в независимых абхазских СМИ, отметил председатель Союза журналистов Абхазии Руслан Хашик. Он также напомнил о том, в каких сложных условиях послевоенных лет работал Союз журналистов Абхазии. Сначала во главе с Сергеем Квицини, а затем Владимиром Кабба. И, конечно же, особая благодарность руководству Союза журналистов России, лично Владимиру Соловьеву и Тимуру Шафиру, которые последние 2 года оказывали абхазским коллегам всяческую поддержку. Это событие, это и есть признание Союза журналистов Абхазии, это признание абхазской журналистики за 2 года. С того момента, когда мы подписали соглашение о сотрудничестве с Союзом журналистов России, мы вплотную вместе с руководством Союза журналистов России. Тимур Шафир представлял интересы Союза журналистов Абхазии в этой международной организации до вчерашнего дня. Вот эти все организационные вопросы, представление нашей заявки на вступление, представление всех наших документов были изучены. Устав Союза журналистов Абхазии, журналистское сообщество Абхазии. Я считаю, что это наша общая работа. Вице-президент Международной федерации журналистов Тимур Шафир прислал видеосообщение, в котором поделился радостной новостью и пожелал коллегам из Абхазии удачи и дальнейшей плодотворной работы. Я считаю это событие очень важным для дальнейшего развития всей журналистской индустрии, всего журналистского цеха в республике. Я уверен, что Союз журналистов Абхазии займет достойное место в этой международной федерации. Наличие независимых СМИ в стране – это то, на что обращают внимание при приеме в Международную федерацию журналистов. Независимые СМИ Абхазии, несмотря на все послевоенные проблемы, работали, преодолевая и финансово-экономические, и политические сложности. Это говорит о том, что абхазская журналистика состоялась, говорит Руслан Хашик. Все, что у нас было в абхазской журналистском сообществе, медиаклуб, Арс Мира, это тоже основы развития журналистского сообщества. Не обязательно, чтобы мы все были в одной организации. Чем больше членов Союза журналистов в рамках Союза журналистов Абхазии, это хорошо, но наличие других журналистских организаций – это конкурентная среда, это опять же богатство журналистских организаций. И поэтому приветствуем и готовы конкурировать, и при этом сотрудничать. Вступление в международную журналистскую организацию дает возможности для освоения новых площадок, выстраивания отношений с зарубежными коллегами, развития профессиональных навыков. Можно претендовать на получение международного удостоверения журналиста. Что это дает? Например, в Европейском Союзе действует правило, что во всех государственных организациях, в Европарламенте, в Совете Европы, по этому удостоверению можно получить свободный доступ к любой информации, заседаниям и еще окажут содействие в организации интервью и так далее. В некоторых странах есть льготы на посещение музеев, всяких спортивных мероприятий. Даже на общественный транспорт в некоторых странах есть скидки по удостоверению международному журналистов. Союз журналистов Абхазии заинтересован в развитии разных журналистских организаций в стране, а также готов с ними активно сотрудничать. Руслан Хашик не исключает и возможности создания профсоюза журналистов. Сегодня союз объединяет 168 человек. На Алакове и на Алагухава, Абхазское телевидение. Из Сухумского обезьяньего питомника вечером 9 июля сбежали 4 павиана анубиса. Во время уборки в клетках одна из сотрудниц питомника не закрыла дверь вольера плотно. Приматы, воспользовавшись удобным случаем, выскользнули на волю. Сбежавшие павианы попали в объектив жителей Сухума.
К утру 2 обезьян поймали и вернули в клетки, а 2 другие еще разгуливали по территории НИИ Эпита. Обезьян породы павиана нубис НИИ Эпит приобрел сравнительно недавно. Они относятся к семейству мартышковых и не опасны для людей. Обезьяны, они ведь очень вольнолюбивые. Увидели открытую дверь и выскочили. Это случилось вчера. 2 обезьяны мы уже взяли, а 2 находятся на территории института. Я думаю, это, не знаю, час-два, и мы их тоже поймаем. Я хочу успокоить тех телезрителей, которые волнуются тем, что обезьяны на воле. Но я вам скажу, что, еще раз повторюсь, это не первый случай, и они здоровы абсолютно. Эти обезьяны не нападают на человека. Русские романсы, арии из произведений европейских и российских композиторов и много других интересных номеров ждет любителей классической музыки в программе концерта солистов филармонии Нано-Черкезии Алхаса Версба. Партию фортепиано исполнит Астанте Джикерба. Вести вечер будет художественный руководитель Абхазской госфилармонии Смаджения. Первый концерт после отмены ограничительных мер из-за пандемии коронавируса состоится в Абхазской государственной филармонии 15 июля. На этой сцене есть много произведений, которых не исполнялось. Это произведения зарубежных композиторов, русских композиторов. Тут романсы, арии из опер, сцены из опер у нас будут, дуэты. Также из кинофильмов песни, из оперетты. То есть разнообразная программа, чтобы публика не скучала. Мы очень будем рады видеть всех любителей классической музыки, не только любителей, а вообще просто окунуться в мир искусства немножко, чтобы после все, что происходит сейчас в мире, непосредственно у нас в стране, чтобы немножко отвлечься, погрузиться в мир классики. Главный сюрприз – это наш с Алхасом дуэт. Мы взяли отрывок из оперы «Свадьба Фигаро». И там такой значимый кусочек, прям 2 дуэта и соединяются читативом. И мы постарались очень интересно обыграть это сценически, с какими-то элементами, атрибутами. Поэтому вот это будет сюрпризом таким. Мы специально его подготовили во время пандемии, когда сидели дома, разучивали, выучили новую программу. И вот буквально почти месяц мы как занимаемся. Оперативный штаб по защите населения от коронавируса сообщает, что за прошедшие сутки биоматериал для тестирования на коронавирусную инфекцию взят у 10 граждан. Диагноз COVID-19 ни у кого не подтвержден. Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 38 человек. Из них 2 граждан находятся в Гудаутском госпитале, а 35 человек выздоровели. Во время пандемии коронавируса мир оказался в новых условиях. И основной удар на себя взяли медицинские работники, которые всегда находятся на переднем плане борьбы с инфекционными болезнями. Именно на их плечи легла вся критическая нагрузка. И их риски заболеть повысились в сотни раз. Сегодня в рубрике «Амши Кшара Яцу» мы расскажем историю нашей соотечественницы, врача-невролога Центра имени Пирогова Астанды Мушба, которая в разгар пандемии помогала больным. Смотрите программу сразу после новостей, а сейчас небольшой отрывок. Когда вся страна перестраивается, вся наша жизнь перестраивается на борьбу с коронавирусной инфекцией, мы не могли остаться в стороне. Когда наше руководство приняло решение, что непосредственно наш центр вступает в борьбу с вирусом, был отдельно перепрофилирован целый корпус, 250 коек было открыто. Ну и когда встал вопрос, что кто будет работать, естественно, мы люди взрослые, это было осознанное решение. Другого варианта я на самом деле не видела. Ровно так же, как и мои коллеги, я встала вместе с ними на борьбу с этим вирусом. И в конце выпуска традиционно о погоде. По сообщению Гидрометцентра, в выходные дни в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами возможен туман, днем жаркая погода с высоким уровнем ультрафиолетового излучения. Температура воздуха ночью плюс 19-24, днем 27-32. Температура морской воды плюс 26-27. На этом наш выпуск завершен. Я с вами прощаюсь. Абхазское телевидение продолжает свою работу.